Здравствуйте, друзья! И снова мы, снова о якутских, о хорошем и плохом, о буднях и проблемах. Когда я зашиваюсь в проблемах целых 5 дней и не вылезаю из коллапса, то на карте бултыхается вот такая сумма. А ведь сегодня везти 2 собак в клинику и понимаю, что не на что. Я делаю разные попытки, чтобы было хорошо, чтобы собак рассадить, чтобы они не грызлись. Что-то строим, мизер, в одном месте, а в другом месте не на что даже отремонтировать съеденное собаками, как говорит передержка, молодняком, подростками. Лето заканчивается, дом собачий к зиме не готов, и июль у нее не оплачен. 32 собаки по 6 тысяч. Итак, все по порядку. Я постараюсь бегло пройтись хотя бы по нескольким пунктам нашей жизни. Друзья, щенок Марта, о котором рассказывала вам и не раз, которого нам вернули в мае из семьи, где провел он всего лишь 1 ночь. Вот теперь, наконец-то, он уехал в Германию. Od tych dwóch uciekała, później się podszczypały. Финдуса не любит. Ведь Финдус не файный. Спасибо, что вы откликнулись на его судьбу. Спасибо за помощь. Теперь и у него будет все хорошо. Теперь за него можно не переживать. Знаете, если бы нам Европа не помогала с пристройствами, то я бы не спасала в таких количествах. Они бы просто сидели у нас, занимали места десятилетия, и жизнь в общаке не сахар, не лучший характер, но лучше, конечно, чем смерть, да и только. А я спасаю, чтобы сделать их счастливыми. Одновременно строится вольер для рассадки собак, чтобы рассадить конфликтующих, чтобы отсадить болеющих. Об этом я вам рассказывала. Осенью на мерзлую землю строили здесь кое-как и в попыхах простецкие вольерчики, чтобы сбежать с черной передержки, в которую я вляпалась. О ней вам я тоже рассказывала зимой, но в мягких красках. А вот теперь просто необходимость построить основательное, чтобы из сгнившего пересадить тех, кого спасали. Вот, собственно говоря, что у нас готово. Покрывается все пропиткой. Здесь уже покрыто 2 раза. Здесь 1. Ну, как бы по цвету видно, отличается. Вот такой штукой покрываем. Значит, что у нас готово на данный момент? Готовы у нас, не покажу, двери. Между дверьми закрыто сетками, чтобы собачки у нас никуда не делись. Будет покупаться такая же сетка, но помельче, чтобы встала очень хорошо, ровненько, без всяких косяков. Стройка продолжается. С рабочими всегда проблема. Рук рабочих всегда не найти. А те, что есть, строят в одиночку и медленно. А сейчас вообще уехал в отпуск, не достроив выгульник. Хорошо, что вольер успел построить. Осталось оплатить его работу. И сейчас начнется строительство выгульника руками другого мастера и сварщика. Пока на это ушло 150 тысяч. И плюс работа мастера 30% от стоимости материала. Пока эта работа не оплачена. Пока нечем. Спасибо всем, друзья, кто помогает. Спасибо тем, кто понимает, почему надо оплачивать передержку каждой собаки. Напомню, что любой ремонт или стройка идут из денег за оплату собак. Если оплачиваем собак по договоренной сумме 7-8 тысяч в месяц, то тогда есть и корм, и надлежащие места для содержания. Тогда и ремонт производится вовремя. Но мы давно не собираем необходимую сумму на 250 собак. И долги копятся. Долг за январь месяц накладывается на февраль, а февральский долг на март и так далее. Поэтому и бунтуют передержки. Кто-то разговаривает терпеливо, скрежеча зубами, а кто-то не стесняется в выражениях, вымотанные от усталости.
мне еще дома убираться у животных, выгуливать до конца. А ты мне начинаешь какой-то мудозвонца в ухо ссать, понимаешь? Вы сидите там, носу ковыряете. Вы не знаете, что утром встать, накормить, ведра таскать, уборку, у тебя дом 2 собачки, 3 икра, и все, на этом заканчивается все, бля. А мы как хотите, еще возите ее везде. Еще время трачу, в ближайшую клинику мне пишите, да их взяли бы, доехали бы до не ближайшей клиники, потратили свое время. До этой клиники доехать у меня 2 часа дорога занимает. До ваших 9 тысяч собак платите столько. Я сама их листогоню уже с этих денег, обработку делаю. И все, я уже молчу, понимаете? Животные все равно что-то едят. Не что-то едят хорошие корма, воду пьют каждый день чистую, миски надо помыть. Вода идет с насоса, электричество работает, вентиляция работает, выгульники делаются. Собаки разносят все, особенно молодежь. Вот как вы думаете, как мне решать проблему оплаты этой передержки, когда на карте 5000? Друзья, долг за 32 собаки на этой передержке за июль месяц составляет 180 тысяч. Без вас я не справлюсь. Крики вот эти выслушивать с утра до вечера. Нет моих больше сил. Пожалуйста, помогите. 2 собаки отсюда я забрала на другую передержку, тоже платную, недавно. Еще 2 берут на пристройство в Эстонию. Остается 28 собак. Мне бы их быстрее пристроить по семьям. Фотографа вызывала. Фото есть, они пиарятся, но никому не нужны. Передержка взбешена, разбитые стены, двери ремонтировать не на что. Вопрос-то решается просто. Ты плати, и все отремонтируется. Но у меня не хватает сборов на всех собак, на все передержки. Хорошо, что до июля как-то наскребала. У других передержек, где собак больше, там долги еще больше. У кого с февраля, у кого с апреля. Мне надо оплатить немедленно этой передержки за июль 180 тысяч. К общей беде добавляются природные катаклизмы. Вот в июле ураган снес забор на этой же передержке, где гуляли собаки, которые остались без выгула на пару недель. Найти мужиков значит платить. А платить нечем. Деревья упали на домики, где жили собаки. Спиливать деревья, поставить забор тоже не на что. И у меня на карте не хватает на все передержки. Невозможно одновременно на всех 6 передержках оплатить всех собак. Не хватает собранных денег на всех 250 собак. Но, конечно, у кого корм закончился еще вчера, а сегодня предложили по акции, то срочно выкупаем последние 300 килограмм в остатках, чтобы хотя бы закрыть тему еды на пару недель на этой передержке. Но на других-то передержках тоже нет корма. Соседняя передержка уже заняла у этой передержки 3 мешка на пару дней. Но если не оплатить ей за собак, то она не закажет, и через пару дней ей не привезут. А у них нет денег, и они требуют с меня. У меня тоже на карте только 5000. Как жить дальше или как выживать? Если опустить руки и будь как будет, то мы быстро зарастем в фекалиях и придем к разрухе. А собак прикуем цепями к столбам, чтобы не убежали. Без денег нет движения. И не будет хорошо. Умоляю, помогайте им. Пожалуйста, помогайте.